Он написал ее в 1816 году. Было ему 24 года. То есть молодой мужчина, в расцвете лет, позади уже около 15 опер, имевших разную степень успеха. Я говорил, что создание оперы 73 не было риском, потому что вся Италия знала и любила оперу Пазиелла с современным названием. Россини пошел на риск. И надо признать, что первое представление оперы провалилось с большим треском. Не удивляйтесь, также провалилось первое представление Кармен, Риголетто, Травиаты, многие знаменитых опер. Новое не всегда находит быстро дорогу. Мы с вами консервативны по природе. А на втором представлении был успех, а прошло еще 2 месяца, и был настоящий бум, опера стала хитом. И все вскоре забыли оперу Пазиелла. Поэтому Россини вернул ей название, которое мы сегодня знаем, 73. А вначале она называлась «Альмавива» или «Тщетная перестановка». Разумеется, эта опера также написана на основе знаменитой комедии Бомарше, одну из которых использовал когда-то Лоренцо да Понте и Моцарт в комедии для создания своей оперы «Свадьба Фигаро». У Бомарше 3 комедии об этих героях. Поэтому запомните, действие оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» происходит позднее событий, показанных в опере «Сивильский цирюльник». Все эти цирюльники граф Альмавива еще молод. Это молодой влюбленный мужчина. И не только молодой, он еще не тот, кем стал. Нет этих пороков, недостатков. Это лирический герой. Действие происходит там же, в Испании, возле города Севилья, а вернее в самом городе Севилья. Вообще Севилья музыкой обласкана, можно сказать, потому что многие там великие оперы происходят, их события. В этой опере многое отличается от того, что Моцарта. Не только потому, что другие отчасти герои, и они молоды, те, что остались прежде Альмавива, Розина, но и потому, что уже Россини не было нужды смягчать, благодаря требованиям цензуры, образы героев. Например, Дон Базилио, Падре Базилио, священник, Падре. Так вот, показан таким, как в Марше, то есть острокритический. Герой, который за деньги мать родную продаст. Не то, что там были какие-то секретари тайны. Все, что угодно сделает, и это священнослужитель. Он довольно едко здесь показан. Так, но в главный герой здесь уходит теперь, в один главный герой, доктор Бартоло. Доктор Бартоло – это опекун Розины, молодой девушки. Хотя выражение забавное, раз девушки бывают старые. Итак, опекун Розины. В чем здесь суть дела? В том, что вот живет девушка Розина, мечтает освободиться под опекой доктора Бартоло, потому что он занудливый, он старый, он имеет на нее виды. Почему? Она богатая наследница. Он хотел бы, чтобы она за него ушла замуж. Естественно, ей не нравится. И вот тут случайно она встречается с графом Альмавива. Она, правда, не знает, что зовут граф Альмавива, что он граф. Просто молодой приятный человек. Она влюбляется в него, он в нее. Они мечтают о счастье. Им в этом помогает Фигаро. Ну, естественно, доктор Бартоло против этого. Он узнает о таких познамениях. И он принимает все меры, чтобы помешать этому. Он советуется с Доном Базилио. А тот в его доме учитель пения, он обучает пению Розину. С вами коллега наш, тоже музыкант немного. Не удивляйтесь, дело в том, что тогда монахов в иезуитских коллегиях обучали музыке, они были хорошими музыкантами. Я вообще вам напомню, что человек, который нам подарил название нот до, ре, ми, фа, соль, си, вообще-то был монахом. Так, Гвидо Аретинский. Монах, бенедиктинец, лысый, танцоры, памятник по Флоренции стоит. Это к слову. Так вот, Дон Базилио учитель музыки, одновременно по совместительству наперстник Дона Бартоло. Да ничего страшного, пустяки, я все это учу, я его клевещу. Да так, что потом он убежит из Севильи. Клевета – самое обилое средство борьбы, а клеветать я умею, вы знаете, доктор Бартоло. Он умеет действительно. Тем временем граф Альмавива и Фигаро придумывают план. Как попасть в Дом? Говорит, а что ж попасть в Дом? Пришел, позвонил. Это сегодня. Во-первых, его не путь, потому что он же враг Бартоло, он имеет виды на Розину. Во-вторых, тогда не принято было приходить без приглашения, людям незнакомым, не представленным. Собственно, почему они могут встречаться на улице? А нельзя было. Нельзя было бы сказать, девушка, желаете познакомиться? Желаете? Да давайте, меня зовут так-то, вас так-то. Ни в коем случае.
Девушка выходила не одна, в сопровождении дуэнди только, то есть старые почтенные дамы. И всякие знакомства решительно пресекались. Так что той воли, которую вы видите теперь, тогда и в помине не было. Поэтому надежда одна, что встретить с ней, проникнуть в дом, но тайно, потому что откуда его не пустят. И решили, все просто, переоденем графа в солдата и скажем, что он на постой. Объясняю. Тогда в Европе, в России тоже солдаты жили не в казармах. Вот, например, воинская часть отсюда перебирается сюда. Никаких казарм нет. А где живут? А все просто. Каждый горожанин получает наряд. То есть он должен принять на постой солдата или офицера. Если ты, конечно, не хочешь этого, ты можешь откупиться от власти, официально заплатить деньги, чтобы тебя сопроводили в постой. Тоже был закон. Так вот, вот он на постой. Решил ему хорошая мысль. Он прикинулся пьяным, что ничего не понимает, и вечерком приходит на постой. Так, я поспешил, что я забыл передать вам, рассказать. А перед этим он пишет письмо, и Фигара должен передать это письмо Розине, чтобы она прочитала. Я сейчас, прежде чем продолжать дальше подробный рассказ, скажу о том, в чем суть дела. Итак, герои желают быть вместе, они друг друга любят. Графу и Розине, так зовут ничего графа, графиню, помогает Фигара. Вот, собственно, все их силы. А на той стороне врагов больше. Это доктор Бартоло, это Базилио, это Марта, служанка. Вот в этой борьбе, когда один мешает другому, а Бартоло, естественно, мешает, потому что он мечтает сам жениться на Розине, состоит суть оперы. В этом конфликт. Теперь, опера «Буф», надо запомните, такой же жанр, как опера «Свадьба Фигара». В этой опере два действия, только два, не четыре. Почему так иногда будет? Потому что в первом действии две картины, и во втором действии тоже две картины. Но в опере два действия, как положено в опере «Буф». Каждое действие завершается большой сценой, как называют финалом, где участвуют все присутствующие. Сценой, в которой действие, ход событий ускоряется, делается самым напряженным. И в которой персонажи появляются постепенно. 1, 2, 3, 4, 5 и, наконец, все. И там зачастую кульминация всего действия. Дальше. Естественно, что это музыки, очень итальянский характер, потому что писал итальянец. Хоть действие происходит в Испании, итальянцев это смущало. Неважно, кто герой, где происходит действие, музыка будет а-ля итальяна. Но Россини здесь делает кое-что, чего не делал Моцарт, потому что другие времена. Равенство, посчитайте сами, 30 лет между операми. Так вот, в этой музыке не только яркий итальянский характер. Россини сознательно использует жанр итальянской народной бытовой музыки, который дает яркий итальянский народный колорит. Жанр тарантеллы, жанр канцоны, то есть песни, и интонации, и ритмы канцон и тарантелл вы услышите в этой музыке очень часто. Теперь, граф здесь герой лирический, а остальные. А вот Сюзанна здесь нет, Розина, она и лирическая, и буфонная героиня, то есть шутливая, комическая. Все остальные герои, естественно, комические. И Бартоло, и сам Фигара, и Базилио, и Марта, служанка Бартоло. Теперь, для творчества Россини, вообще для этой оперы в части, характерна одна черта, которую при жизни заметили все современники, музыканты в том числе, и называли это россининским крещендо. Что такое крещендо, знаете без меня, но у Россини Бласовым это не просто среднее звучание. Да? В некоторых наиболее важных моментах, когда нужно передать напряжение, волнение, страсть, Россини создает музыку, которая звучит постепенно громче, да, это обычно крещендо, но не просто громче. Вот это усиление напряжения, волнения, радостного или беспокойного, основано еще на том, что постепенно к инструментам добавляют все новые инструменты. 2, 3, 4, 5, 6, 7, и оркестр распухает буквально. Кроме того, постепенное ускорение акселеранда. И еще, вот этот темперамент, азарт, который в таких российских крещендо передан, основан на том, что он выхватывает из музыки маленькую фразу или мотив и многократно их повторяет. Кстати, эту технику потом спустя лет 150 используют джазовые музыканты под названием рифы. Но придумав это еще Россини. И вы это услышите. Здесь очень много великолепных ансамблей. Россини мастер ансамблей, и здесь, может быть, даже не уступает Вольфгангу Моцарту.
Не только потому, что они яркие, живые, но и потому, что в этих ансамблях у героев ярко не похожие партии, они самобытные, они индивидуализированы. Так, теперь, Россини предпочитает не классические формы, а свободные контрастно-составные формы. Так будет в ариях Дона Базилио или Пандра Базилио. Кстати, Базилио по-русски Василий будет, так на всякий случай. В арии Фигаро, само собой. А Фигаро здесь герой комический, буквально такое слово, не только потому, что он лирический, а еще потому, что у него есть слабости. Любит он себя, ненаглядного, очень любит, очень уважает, очень ценит. И у него есть ария, самая первая, знаменитая, кстати, безумно виртуозная. Эта ария, по сути, знаете, автопортрет он совсем расхвалил. Ну какой же я умный, ну какой же я красивый, ну какой же я находчивый, ну как же без него все люди войдутся? Да никак не войдутся. Вы сами понимаете, такой портрет не может вызвать улыбку. Представьте, с кем-то, кто знакомый здесь. Примерно так. Теперь, как положено, всякой перебух, здесь много интриг, заговоров, недоразумений, переодеваний. Здесь есть блестящая сцена пародия. Во втором акте, когда не удалось солдатам проникнуть в дом графу, возникает другой план. Он проникнет в дом в виде монашка, то есть молодого монаха, который пришел якобы заменить Дона Базилия на урок пения. Якобы Дон Базилий заболел, разумеется, он не заболел и не знал об этом. Но он дома не знал. И вот он приходит, а ведь там не просто выглядит монахом в сутане, надо вести себя как монах, поэтому он говорит, опусти глаза, полголоса, ровно и таким елейным, то есть масляным голосом. Но раз он священнослужитель, нужно говорить какие-то латинские слова, какие-то молитвы. Он и говорит их. Но беда в том, что он не очень набожный человек и знает буквально 3-4 слова по латыни. Все. А представьте, знаете вы целых 3-4 слова по-французски. И вы станете французом. Вы их будете повторять в разном порядке, потому что сказать-то больше нечего. Вот такой он. Поэтому он повторяет по латыни: мир вам и радость. Радость и мир вам. Вот меняют их слова. То есть это самая настоящая пародия на молитву, самое главное, на мелодику, на интонацию молитвы, приносимую католическим. Пародия на жанр католической молитвы. И очень детко сделано. В опере Буф было принято вот что, если вы будете видеть в театре или спектакле, мы, зрители, должны понимать, что происходит. И актеры, исполняющие роль тех героев, должны нам помочь в этом объяснить. Поэтому, когда вы увидите клавир, заметьте такую вещь. Вот слова, открытым текстом. Эти слова он, граф, поет доктору Бартолу. А там дальше слова скобочка. Что это за слова? Это слова, которые предназначены доктору Бартолу, а нам, слушателям, чтобы мы знали настоящее отношение, например, графа к этому доктору. То есть, это разумеется слух, и Бартоло слышит, что он как бы их не слышит, а не нам только, зрителям, слушателям. Вот это было обычным делом. Это игра в игре, театр в театре получается. Так вот, он, значит, говорит: мир вам и радость, радость мира. Господи, как мне надоел идиот старый. И еще одна забавная вещь. Чтобы разозлить доктора Бартола, он нарочно путает его имя. А вот попробуйте к кому-то обратиться и за время разговора минуты в 4, раз 15 переиначить имя человека, к которому обращаетесь. Вы до белого коленя доведете. Он сам говорить не захочет. Вот так поступает граф Барольда, Бертольда, но ни разу доктор Бартола его не назовем. В общем, провел урок музыки, пусть тут поверил. Урок музыки тоже любопытный. Это может быть первая в мире опера, где показан урок музыки. Он пришел провести урок пения. Он занимается с ней, но ведь он пришел не заниматься, а поговорить с ней, объясниться любви. Что он делает? Он разучит с ней арию и вставляет слова этой арии в свое признание, заменяя. А доктор Бартольд очень недоверчив, поэтому решил не уйти к себе в кабинет. Он сидит здесь и слушает урок, не будет ничего не положенного. Надо маскироваться. И вот граф искусно вставляет слова разучиваемые арии в свое признание. Разина быстро, разина девушка на лету все хватает. Пальцем в рот не клади. Так вот, она примерно так же ему отвечает, а доктор Бартольд чувствует, что очень нравится этот молодой учитель пение Розини, хорошо поет, и ему как-то надо отвлечь его внимание к нему. А что, я вот тоже хорошо пою, я молодец очень хорошо, то все хвалили, и пытается спеть. Лучше бы он не пел. Тощенький, натреснутый голосок, да еще царевну какую-то арию забил, очень смешно выглядит. Ну ладно, Бартольд понимает, что беда к нему приближается, вдруг торопится видео. Как? Да все просто, нанять адвоката, быстрее сочетаться с братом с Розиной. Естественно, что об этом узнает и герой, и Фигаро, и граф.
И тогда они посылают ложную записку доктору, чтобы тот, значит, вышел из дома. Пока он входит из дома, они пробираются в дом, потому что Розина приготовила лестницу, естественно, веревочную. Какой же заговор без веревочных лестниц. Пробирается в дом, начинается гроза. Грозы могло не быть, конечно, но гроза может для чего? Чтобы мы волновались. Представьте, какой-нибудь кинотриллер. Герой не просто попадает в дом, а наверху, значит, на улице мрачное небо, молнии блещут, гром грохочет, дождь клещет. Все это волнует. Поэтому здесь будет сцена грозы, прямо так, знаете, в Гайне времена года. Они пробираются в дом. И тут раньше видно приходит адвокат. Опередил доктора Баркова. Адвокат же не знает, как в лицо выглядит героя. Это ведь не было портретов паспортов фотографии. Так, кто сочетает с браком эти? Все в порядке, сочетает с браком. И тут запаздывающий доктор пришел. И понял, что все кончено. Пришлось ему с этим смириться. Тут есть еще один маленький стрих. В первом действии, еще до того, как пройдет, собственно, венчание, в первом действии, сейчас, минуточку, да, во втором действии, простите, когда приходит молодой ученик музыки, якобы, на самом деле граф, он сообщает, что, понимаете, Дон Базилио заболел, тяжело лежит, вставать нельзя. Урок проходит, здесь Фигаро, и вдруг приходит настоящий Базилио, жив-здоров. Они его увидели, и прежде чем он раскрыть рот и разоблачить, к нему быстренько подходит граф, ну, видите, естественно, монах, и сует ему толстенный кошелек с золотом в карман. Тот все понял, ему объяснять не надо долго. Все понял, рот закрыл замок, говорит: о, боже мой, падре, как вы ужасно, какой зеленый цвет лица, какие глаза потемневшие, быстрее домой, домой, ложитесь спать, вы что, вы что. То да, конечно, но ему любопытно, а потом еще и вредный, я не взял. Так вот, представьте, как режиссер, к вам пришли в гости, вы поговорили, все, ну до свидания, всего хорошего. Вы говорите: до свидания, и не уходит, у двери стоит. Вы еще раз ему: ну всего хорошего, до свидания. Он: до свидания, и не уходит. Вот так поступает и Барков. Вот, прощается, да, ухожу, до свидания, до Василия. Он стоит в двери. Потом ушел, не буквально выставили его, ушел. И вдруг через минуту-две приоткрывает дверцу: а все, дом Базилио ушел, через 2 минуты опять в окошко, а я все. Вот так они 5 минут проваживают. Вот эта гениальная комическая сцена показана в знаменитом квинтете, как он долго уходит. А они прощаются с ним, прощаются по-итальянски. Кстати, очень часто эти слова при переводе на русский язык даже не переводят. По-итальянски «буэносера», то есть «добрый вечер», «доброй ночи» можно. «Буэносера» сказать можно и вечером, и ночью. Вот они «буэносера», «буэносера». Опять. Красивая музыка и очень забавная. Так, ну а теперь, господа. Россини написал эту за очень короткий срок. Время поджимало. Понимаете, он, вот как мы часто бываем, дело оттягиваем. Боже мой, осталось 2 недельки. Через 2 недели оперу сдавать, а еще конь не валялся. Он начал быстро писать. Написал, увертюру не успел. Вот тогда он увертюру, которую вы слушаете, великая увертюра, возьмет и другой оперы. Анна, австрийская, по-моему, от этой оперы. Выбрал точно, потому что по характеру подходит. И музыка прекрасная, но она не для этого написана. Увертюра никак не связана с оперой, тематически, никаких тематов нет. Но просто красивая, яркая музыка. Шедевр был. Так. И когда мы слушаем увертюру, то мы легко находим музыкальные аналогии образом графа, образом Розины, образом Фигаро, вот эти главные герои. Увертюра написана в классической форме, но с очень вот таким большим вступлением. Раз. И без разработки. Экспозиция и сразу реприза. Так, теперь. Откроем. Закроем народное. Так, Россини. Италия. Россия. Так. Итак, господа. Во вступлении есть и торжественность, и тревога, и беспокойство. Можно слушать музыку, которая показывает, как подкрадывается в дом герой, чтобы тайно встретиться. Так, во вступлении есть музыка и нежная, чувствительное, поэтическое, рисующее чувство и Розины, и графа. А сама музыка основной части, сонатной формы, экспозиции, то есть главный парт, повышенный, это музыка легкая, авантюрная, напористая, живая. Так, сейчас проснется. Ну. Итак, вступление. А я забыл, пока
Пора этому вступления. Красивая гармония, 4 зажания звука. Вот сейчас кончилось вступление и начнется главная тема. Тут как раз, повторим, он тщательно отбиралось у их которые в запасе, те, что хотели по характеру. Вот здесь дух приключений, опасности, потому что то, что не затевает, грозит опасности. Нет, не смерти, разумеется, а разрушение своих планов. И потом здесь снова повторим, заговор, клипы, одевание. Это авантюрная нотка, слово авантюра, приключения. Музыка, где опасность щекочет нервы. Вот это знаменитая тема. В очень итальянском духе. Итак, решительный, напористый дух передает сопровождение. Повторение аккордов. И так далее. Итак, это главная тема. А теперь слушаем. Ми минор. А сейчас, господа, будет побочная тема. Соль мажор, и тоже музыка напористая, воинственная, и тоже в ней ощущается ритм марша с плавней, с ритмом тарантеллы итальянского танца. Формула крайне типичная для итальянского танца тарантеллы. Она пронизывает буквально всю итальянскую музыку. Мы встретим его в Верди, Доницетти, Беллини, композиторов после российского поколения.
И так тоже музыка, где много энергии, напора, решительности, но она уже светлая, нет тревоги, беспокойства. И вот эта тема очень хорошо связывается с образом Фигаро, который здесь, в общем-то, самый главный, потому что он все придумает, он все проделывает. У графа нет для этого той энергии, изобретательности, находчивости. Итак, побочная партия. Волторно излагает эту тему. И вот когда закончится побочная партия, вы услышите заключительную партию. И там будет знаменитый российский крещендо. Постепенное нагнетание, напряжение, волнение, порыва, страсти. Вот эту фразу он будет повторять много раз. И еще раз, увеличивая оркестр, усиливая звучание, и ускоряя движение. Вот это и есть российский крещендо, восток севера. Конец экспозиции и реприза. Все то же самое, только в других тональностях. Так, а теперь открывается занавес. Мы видим вечернюю Севилью, уже почти засыпающую, горячий красивый город. И видим такую картину. Идет граф, а позади толпа музыкантов. Для чего? Граф идет петь серенаду, как положено настоящему испанскому идальго влюбленному серенаду Россини. Так было принято объясняться любви. И нанимает музыканта, потому что спеть-то он сможет, но сыграть-то один не сможет. Такая сцена. Все хорошо, замечательно. Но дело вот в чем. Он показывает обычных нормальных музыкантов. Повторяю, поздний вечер. Поэтому они давно уже не трезвые. Они очень даже не трезвые. Вот, поэтому он шумно разговаривает, хотя полагается уже говорить тихо, все-таки вечер. И идут-то они тайно, чтобы доктор не услышал. И он их пытается успокоить, ну тише. Да, конечно, тише, господин граф. Мы что, не понимаем, что ли? Громко все это говорится. Дошли наконец, встали, настроились, и граф начал исполнять серенаду свою. То есть начинается, как положено, перебор с бытовой, причем комической сцены. Полутрезвых музыкантов, которые идут на дело, зарабатывать деньги. Это не самое главное. Главное будет серенада графа. Ну и здесь очень яркая живая музыка, показывающая и осторожно по серому вечернему окну засыпающего, и шумное поведение музыкантов. Итак, начальная сцена этой оперы сейчас. Здесь будет много музыкальных слов, это для нас не музыкальные, для итальянцев это их слова. Пиано, пианиссимо, сенса парларо. Вот кроме последнего, все это музыкальные термины вообще-то. Это граф уговорил, ну тише, вы что? Парларо, разговоры, без разговоров. Они говорят, да-да, мы всегда. Но почему-то получается не очень громко у них. Так. Ах ты, Господи. Я не так себе забыл. Да, пиано пианиссимо, конечно.
герой любовник. Поэтому здесь у графа не баритон, как у Моцарта, был у Моцарта, а голос типичный для Блоа, герой любовника, тенор, сладкий, нежный итальянский тенор. Так, и вот он поет серенаду. Обращению к ней Грозина. Он не знает там, должна быть там, слышит ли она, но он надеется на это. Эта серенада под названием «Каватина графа» написана в сложной двухчастной форме, вернее, в контраст с толмой. Не две части. Первая быстрая, первая медленная, вторая быстрая. Первая чувствительная, нежная, с придыханием, вторая виртуозная, напористая, энергичная. Во второй части очень много высоких нот, очень много сложных виртуозных пассажей. Почему? Это не потому, что Россини хотел показать свою виртуозность. Вот почему. Дело в том, что это было принято вообще-то для жанра серенады. А в серенаде певец, то есть педалька, влюбленный мужчина, должен спеть как можно больше рулат виртуозный, чтобы показать силу своей страсти, любви, и как можно больше высоких нот. Почему? Они придут напряженным голосом. Попробуйте спеть очень высокую ноту, например, соль второй октавы. Вы так напряжете голос, что он будет чуть не срываться. Это показывает силу любви героя. Поэтому там очень много высоких нот. Вот такой контраст. Итак, сейчас минуточку. Серенада графа Альварида. Вступление. Это играет ансамбль на сцене, банда, которая называется. Разумеется, они живы не играют. Они инструменталисты, не певцы, они изображают друг друга, перебирая струны. А в оркестре все это играют арфы, струнные, смычковые. Где это вы слышите? Красивая очень серенада, чувствительная, нежная. То есть первый сольный номер в этом переводе номер лирический. Выйди на балкон. Сорка значит выйти. По-французски, по-итальянски. Кстати, что вы знали, были не только вечерние, ночные серенады, были еще утренние серенады. Альбарас. А вот и вторая часть. Быстрая, бойкая, давай напористая. Здесь возникают виртуозные украшения, колоратуры, клавиатуры. Это название там и там. Украшения виртуозных вокальных партий. Варик, клаватин, тарелка. Буквально раз. Клавиатура буквально украшения фигуры цветения. А вот и песня российской крещения. Oh
потому что такая злая, жестокая, конечно, бывало и такое, а просто потому, что она не может, или так за ней наблюдает доктор Баркала. Она не может наблюдать правильной игры. Она будет ждать, когда он уйдет в свою комнату. Лишь тогда. Но граф это не знает, он в отчаянии. Вот пришел объясниться к девочке Липе. А она жестоко не вышла, не ответила. А теперь представьте бытовую сторону этого обычая. А ведь это обычай был не только в Испании, в южных странах вообще, и в Южной Франции, в Провансе, и в Италии, и в Португалии. Представьте, вечерний город, 49, там темнеет рано, не то, что у нас летом. Вот представьте, в разных местах города, у разных домов стоит молодой человек или купол людей и поет серенады. Пришли объясняться девушкам. И это всюду музыка, музыка разных серенад. И так каждый вечер. Каково? Любопытно, да? Совершенно другая среда, звуковая, музыкальная, чем в нашей жизни. Итак, господа, на сегодня мы закончили. Прочитайте историю создания оперы. Содержание краткое. В неделю мы уже полностью завершим эту оперу. Я вас познакомлю с обещанными его оперными увертюрами. И, кстати, в следующий понедельник речь пойдет уже об этом. Вы расскажете мне о жизни в творческом путешествии в Россию, о его операх, что он написал, что нового было, чем сделал его современник великий предшественник. На сегодня все, до встречи через 6 минут.